айтышат, билим берүү бул саясаттан тыш, мугалимдер саясаттан тыш деген менен. У нас говорят, что образование не имеет отношения к политике, но ведь это главная политическая идеология. Детей воспитывают со школьной скамьи. Сейчас миру нужны люди, которые могут мыслить критически, способны иметь собственное мнение. Но здесь возникает вопрос, насколько такие свободно мыслящие граждане выгодны государству. Ушул реформаларга барат деген ишеним болушу мүмкүнбү? Ушул жерде биздин демократияны карай биз алабыз. Здесь играет роль, какой режим в государстве, демократический или авторитарный. Если есть люди, которые, не боясь, могут открыто высказать свое мнение, даже если оно отличается от того, что думает большинство, это большой плюс для демократии. Такие люди нужны демократии. Именно в таком свободном обществе рождается Facebook, Apple. Сейчас в мире идет борьба прогресса и регресса, обновления или поворота вспять. Борьба света и темноты. Иначе говоря, сейчас идет борьба либо вывести вперед вклад одного человека, или целого человечества, где есть вклад каждого. Образование с давних пор считается инструментом идеологии, ведь все люди проходят через этот процесс, где формируется одинаковое понимание, мышление. Есть гуру в области образования Кен Робертс, который структурировал систему образования Англии и Сингапура и сейчас является консультантом реформирования образовательной системы Лос-Анджелеса. В своей книге «Школа образования» он пишет, что школьные предметы должны формироваться с участием самих школьников. Они должны решать, интересно им это или нет. Как пример, он приводит школы в штатах США, в демократических школах, где учащиеся сами выбирают предметы. Свыше 90% выпускников поступают в вузы, в то время как этот показатель в классических школах едва достигает 50%. Билим берүү процессиндеги ата-эне болобу, системаны башкаруучу болобу, директор, мугалим болобу, окуучу болобу ошол китептен окуса, аябай керектүү маалыматтарды бериптир да. Демократиялык мектептерди айтып. Бизде ошол көп эле реформалар жөнүндө сөз болгондо. Когда у нас речь идет о реформах, в том числе и реформах в системе образования, власти всегда начинают говорить о финансовых затратах, необходимых для этих реформ. И почему-то не говорят о том, что нужно менять подходы, сознание, мышление. Вы вот изучаете опыт развитых стран, и наверняка по их примеру вы можете нам сказать, так ли важен финансовый вопрос. Жакында биз Финляндияга жана Эстонияга барып келип, билесиз, Финляндия. Недавно мы посетили Финляндию и Эстонию. Финская система образования считается одной из лучших, а Эстония удивила весь мир, заняв 3-е место в международном исследовании ПИСА. Если смотреть на опыт Финляндии, там большой уровень свободы. Министерство образования совсем маленькая структура, ее работа носит рекомендательный характер. То же самое с Академией образования. Они вырабатывают новые технологии в образовании и рекомендуют. В свою очередь, школы предоставляют много свободы учителям. Когда мы спросили, назовите 5 факторов успеха финской системы образования, нам сказали: первое – учителя, второе – учителя, и третье – тоже учителя. И только на 4-м и 5-м месте материально-техническая база. Мы даже не увидели умные доски, которые так популярны в передовых школах Кыргызстана. Они говорят, что главное внимание надо уделять подготовленности учителей, и лишь потом имеет значение материальная база. Главная – координация. Нет понятия босс или шеф, есть лидеры. Они говорят: Финляндия – наш общий класс. Иногда уроки проходят в парках, музеях или даже в церкви. Самое главное, что дети могут практически закрепить теорию, а у нас практическая часть очень сильно хромает. Теория дегенде дагы бир жагдай бар да, мисалы үчүн көп эле мен ошол. К тому же и теория давно устарела, так как сегодня информация обновляется каждый день. Наверное, важно обучать детей не сколько фактам, а определенным навыкам. Кайсыл бир жөндөмдү берүү болсо керек. Бизде айтып коюшат го, балык жегенде эмес, балык тутканды үйрөт деп. Говорят же, надо учить не как есть рыбу, а как ее ловить. Важно уметь мыслить критически, работать в команде. Не надо собирать все знания подряд. Важно знать, где искать и получать эти знания. Второй важный момент – как и где использовать эти знания. Если ребенок научился этим навыкам, то он в любой сфере сможет достичь успеха. В Финляндии нет отдельных предметов физики, химии, там все это называется естественные науки. Они могут объединить, например, физкультуру и английский, историю и географию. Это называется интегрированная дисциплина. А в чем цель такой интеграции?
бир эле категориялык турда бөлүп койгондо Самое главное, чтобы дети смогли применять теорию на практике. Например, в начальных классах дети совмещают математику и физкультуру. Они через игру могут научиться вычислению и метражу. Там идет образование не только в классах, но везде. Например, в начальной школе дети почти 6 месяцев учатся вставать в очередь. Что делать, если пропустил свою очередь? Как коммуницировать с людьми в очереди? Казалось бы, простой навык в детстве, но во взрослой жизни они будут знать свои права и уважать права других, и не ввязываться в коррупцию. кезекке турганда эле үйрөтүп коюшат экен. Анан кийин кыйын адамдар эмес, пайдалуу адамдар чыгат экен да. демек бул башынан Значит, с самого начала идет воспитание своих граждан. Билим берүүдө бир лозунгубуз эмне? Мисалы, мен билбейм. Мы не знаем, какой у нас лозунг в образовании. В Финляндии цель образования – это подготовить подрастающее поколение к будущим вызовам судьбы. Эстонцы просто чтят образование и называют его священным. Ошол жагынан деле бир ар бирибиздин оюбузда ар түрдүү модель, ар түрдүү түшүнүк бар да. кандайдыр бир деңгээлде билим берүүнүн өзүнүн баалуулугундагы В нашей стране представители власти порой сами опускают уровень образования. Например, правительство всегда заявляет, что делает все возможное, чтобы облегчить жизнь наших трудовых мигрантов на чужбине. Они говорят, что Кыргызстан может заинтересовать инвесторов дешевой рабочей силой. Но вот на примере таких стран, как Бангладеш, мы видим, что дешевая рабочая сила не обеспечивает стране экономический рост. башка өлкөлөрдүн мисалында көрүп атпайбызбы? Бул демек экономикалык өсүүгө таасир бербейт экен да. Билим берүүдөн баягы экономдойбуз деген. Экономия на образование никогда не приведет к росту. Наоборот, чем больше вкладываться в образование, тем больше прибыли будет в будущем. Достаточно глянуть на статистику. Чем больше образованных граждан, тем выше экономические показатели страны. Приведу еще один пример. Сейчас экспорт считают в килограммах. В развивающихся странах 1 килограмм экспорта равен $1, а в развитых от 5 до $7. Здесь разница в знании. Чем больше в производстве продукта использовался мозг, тем более он ценен. Поэтому многие развитые страны поняли, что нужно развивать образование, и тогда экономика будет сильной. В Кыргызстане тоже начали это понимать, нужно лишь усилить этот процесс. Буюрса, ошол түшүнүк боло баштады. Бирок бул тездеш керек да акырын. Ошол Финляндия, Эстониянын Когда вы изучали опыт Финляндии и других развитых стран, вы не интересовались их историей, как эти процессы начались? От вышестоящих властей, которые хотели усилить демократию, или это были инициативы снизу с требованием перемен? өзүнүн аракети менен талабы менен ушуга келген. Эң чоң талап ошол өзүңүз айткандай жарандардын талабы да. Это были требования граждан. Еще 100 лет назад в Финляндии появились просветители, которые думали о судьбе сограждан. Еще тогда они начали призывать людей жить достойно, обеспечить следующим поколениям светлое будущее. Тогда же начались и демократические перемены, которые сегодня дают свои плоды. В Эстонии тоже сильное гражданское общество. Родители активно участвуют в жизни учеников и школы. Эстонцы получили независимость в начале 90-х, так же, как и мы. Но в этой стране говорят, что настоящую независимость они получили только в 1996 году. Тогда они сами себе задали вопрос, хотят ли они быть независимыми. И решили, что если хотят, то надо развивать и иметь свободное мышление. И начали реформу системы образования. Они изучали опыт Финляндии и других развитых европейских стран, но в результате построили собственную модель развития образования Эстонии. Они сделали упор на 2 языка – английский и эстонский. Все передовые знания можно получить на английском языке, поэтому это очень важно, чтобы не отставать от мировых процессов. И перевели на эстонский язык книги различных жанров, от философско-глубоких до детской литературы, таких как книги о Гарри Поттере. И в их книжных магазинах можно увидеть мировые бестселлеры на эстонском языке. Самих эстонцев всего 800 тысяч человек, население страны 1 300 000. Именно через родной язык они смогли улучшить свое образование. Мы тоже можем взять к сведению этот опыт и должны построить свою собственную кыргызскую модель образования. Ата-эне, жетекчилик, окуучулар дегендей баары активдүү катышса ошол түшүнүктүн негизинде муну өтө деле узак болбогон мөөнөттө оңдоо мүмкүнчүлүгү бар экен. Тарых ошону көрсөтүп атат, азыркы дүйнөдөгү тажрыйбалар ошону көрсөтүп атат.